Он брал у богачей и кормил сирот. Представь, ты бедняк. У тебя нет еды, нет защиты, нет права голоса. И вдруг ночью в дверь стучат. Ты открываешь, и тебе дают деньги. Без просьб, без условий. И исчезают. Так в горах узнавали, что он снова жив. Его звали Зелимхан. Власти называли его преступником, народ – спасением. Он не грабил бедных. Он отбирал у богатых, у казначейств, у тех, кто наживался на чужой боли. И отдавал бедным, вдовам, сиротам, семьям, у которых забрали последнее. За это его прозвали чеченский Робин Гуд. Он не собирал армию, он был один. Но за ним стояли горы и люди. Он появлялся внезапно. Удар и тишина. Погоня и пустая тропа. За его голову назначали награды. Его искали неделями. А он ел хлеб в ауле, где каждый знал, кто он, и никто не выдал. Потому что он не брал для себя. Он мстил не из жадности, а из справедливости. В 1913 году его настигли. Да, его убили. Но вот что важно, с его смертью ничего не закончилось. Потому что пока народ помнит, кто встал за слабых, герой не мертв.